20 километрах от города Сосногорск есть удивительное село Аким. Добраться туда на обычной легковой машине можно только в зимнюю пору или в сухую погоду. Нам повезло, дождей за последнее время не было, а значит, шанс доехать до места есть. Дорога здесь и вправду не очень. Асфальт в этом направлении никогда не клали, поэтому добираются до Акима, как правило, на внедорожнике. На полпути заезжаем к источнику минеральной воды. Каждый житель республики хоть раз пробовал знаменитую воду Аким. Раньше, говорят местные, вода самотеком выходила из источника, и пить ее мог каждый путник. Жители Акима много лет знали о существовании колодца, а вот широкую известность минералка приобрела лишь в 90-е годы прошлого века. Именно тогда ее начали отправлять на продажу. Нам же попробовать лечебную воду не удалось. Сегодня источник закрыт на замок. Река Сюзью, в переводе с коми река Сов. Недалеко отсюда она впадает в Ижму. Сейчас река высохла, и переехать ее не составляет никакого труда. А в распутицу именно этот небольшой водоем становится самой большой проблемой для местных жителей. Люди пребывают в изоляции. Летом людей в деревне много. Сюда приезжают дачники. В основном это те, кто уехал в город, но малую родину не забывает. Постоянно же здесь проживают около десятка семей. Иногда приезжаем и зимой. Продукты привозим. У нас здесь магазина нет, и приходится зимой запасаться мукой, сахаром, крупами. А жить постоянно не получается, здоровье не позволяет. Но есть молодые пары, которые здесь перезимовали. Дети приезжают только летом. У нас тут дороги плохие, хорошие машины жалко разбивать. Но несмотря ни на что, здесь очень хорошо. Кто-то рыбачит, кто-то пьет. У каждого свое занятие. Занятие у каждого свое, но в теплую пору работы в деревне всегда хватает, поэтому сидеть дома не получается. Журналисты в эти края заезжают редко, возможно, поэтому люди добродушно встречают каждого гостя. Дичи в лесу мало осталось, только рябчики бывают. А что рябчик? Только для души на них охотимся. С малых лет в лес ходили, поэтому тянет. Зимой не ходим. Вот удобрение. Заказал, купил. Коров в деревне нет. Навоз не у кого брать. Приходится из нижних деревень заказывать. Нижние по течению Ижмы деревни – это Порожск и Винла. На машинах туда не добраться. Дорог нет, да и никогда не было. Эти населенные пункты возникли немного раньше Акима. Первые жители были выходцами из Ижемского района. Между Порожском и Акимом есть 10 крутых перекатов. По словам местных, пороги настолько опасны, что бывает опрокидываются лодки. В 1820 году по этим удивительным местам поднимался из Ижемского села Сизябск Аким Павлович Терентьев. Уже в зрелом возрасте он покинул родные места и с женой и сыном отправился на поиски нового дома. Почему так получилось, кто знает. Ижемцы всегда искали богатые и благодатные места. Приплыли они сюда, а места здесь красивые. Река перекатистая, богата рыбой. В лесу дичи много, луга заливные. И решили они здесь обосноваться. И уже здесь, у Акима Павловича и его жены, родился еще один сын. А еще через несколько лет приплыли сюда Вокуевы. Но Вокуевых здесь мало, в основном все Терентьевы.
Ходит про село интересная легенда. Связана она с основателем деревни Акимом Павловичем. Служил он по молодости на корабле боцманом. Однажды в открытом море начался шторм. Судно начало кидать из стороны в сторону. И вдруг один из матросов увидел в воде икону. Поднять образ удалось именно коми парню. Матросы начали молиться, и шторм прекратился. А когда он начал демобилизоваться, ему подарили эту икону. Образ всю жизнь сопровождал Акима Павловича, а на иконе был лик Николая Чудотворца. Как-то в деревне начался пожар, и люди вышли на улицу с этой иконой, стали молиться, и огонь погас. Еще она была лечебной. Нужно было прикладывать к больному месту, и боль уходила. Где теперь находится эта икона, никто не знает. Пропала. А ведь могла стоять на видном месте в церкви, которую планируют возвести в Акиме. О том, что здесь собираются строить Божий дом, мы знали еще до приезда. Знали и о том, что прибывают сюда избавиться от дурных привычек зависимые люди. Почему именно сюда 3 года назад приехали верующие? По словам местного батюшки, отца Игоря, земля здесь благодатная. Именно она должна помочь. Тут ведь глубокая причина кроется, почему человек начинает пить-то. Он от того замысла божественного уклонился, положился больше на себя. Ведь Бог-то есть Творец, а человек по его образу, по подобию сотворен, в нем творческий потенциал. И вот он по душе, может быть, действительно человек творческий, а он не может себя воплотить. Ему хочется счастья. А счастье раз как-то в субботу вечером выпил, хорошо было, в другую субботу, третью, через 3 года он уже алкоголик-то. У него свое счастье. В течение 3 лет верующим удалось сделать маленькую молильную комнату. Места здесь мало. Многие не могут попасть на службы. Именно поэтому в планах батюшки поставить небольшую церковь. Место под нее уже выбрали и осветили. Земли в округе много. В дальнейшем есть возможность завести небольшое хозяйство. По словам пастыря, нужно возделать человеческую душу, вылечить и поставить на путь истинный. И физический труд на земле – самое лучшее лекарство. Не могу здесь часто быть, и видно того, что не могу постоянную поддержку им оказывать, у них какие-то бывают срывы, душевные приходится утешать, как-то бывает даже и в пьянство попадает. Крайне редко, пока я не знаю, что я долго не приеду, могу себе позволить такого. Ну, так нисхождение, это болезнь душевная, вижу, что со временем-то лечится, что-то меня радует, что-то иногда печалит. Ну, как говорится, святое место пусто не бывает, оно чем-то заполняется. Ну или другая пословица, где свято, там враг лютует. То, что в деревне будут возводить церковь, Альбина Яковлевна Терентьева, конечно, знает. Относится она к этому настороженно. Женщина жила в то время, когда повсюду в стране строили коммунистический рай. Раньше, вспоминает она, жизнь в селе кипела. В 30-е годы прошлого столетия в деревне организовали колхоз «Новая деревня». В 59-м переименовали в совхоз. Хозяйство развивалось, на полях сеяли ячмень, рожь и овес, росла капуста. А потом, в смутные 90-е, все развалилось. Именно с этих пор, говорит женщина, деревня Аким начала умирать. Благодаря моим усилиям здесь построили Дом культуры. Все мои силы, душа и нервы были потрачены на это. Я ходила, пороги обивала, просила, чтобы у нас новый клуб появился. Тогда телевизоров не было. Все вечера проводили в Доме культуры. В шахматы и шашки играли. Вечера устраивали. Волейбольная площадка была. А сейчас клуб разобрали. Какую-то часовню или молильную комнату сделали. Я этого не понимаю. Зачем все это? Село Аким никогда не было многолюдным, но, несмотря на это, отсюда вышло много замечательных людей. Например, Алексей Иванович Терентьев, единственный герой социалистического труда в Сосногорском районе. Протоген Никитич Терентьев, директор Днепропетровского проектного института. Сегодня его сын является главным архитектором этого учебного заведения. Как-то он, Владимир Протогенович, приехал в Ярославль, и там узнали, что он из Сосногорского района, из Акима. И ему предложили сделать проект Сосногорского вокзала.
Он согласился. Но чертежи куда-то делись. Нового вокзала до сих пор у нас нет. Просижцы выбрали эти богатые и удивительные места для жизни. Природа до сих пор помогает местным. Люди в Акиме даже сегодня живут по старым канонам и традициям. Здесь не принято закрывать двери на замок, прятать и убирать дорогую утварь и технику, например, лодочные моторы. Лодки с моторами все лето стоят на реке. И, возможно, именно это отличает маленькие глухие деревни от больших и суетных городов.